О культурном наследии осетин редко говорят на мировом уровне. Однако расположенные на территории нашей маленькой Осетии архитектурные памятники былых лет наглядно показывают, что делается это очень зря. Неповторимые и красивые строения с вековой историей. Мы решили составить топ-5 самых интересных и красивых архитектурных памятников на территории нашей республики. На пятом месте не то здание, не то корабль, башня-фрегат в Ханазе. Строение известно также как Галуан Салаевых. Второго такого замка точно нет на всем Северном Кавказе. Расположенный в Дегорском ущелье на скалистом уступе на высоте около 2000 метров, замок внешне сильно напоминает носовую часть корабля. С этим даже связана легенда, якобы он был построен работорговцем Мансау, который решил возвести в горах строение, напоминающее ему любимые корабли. Правда это или вымысел, сейчас не скажет никто, но почему бы не рассмотреть вариант того, что у строителей просто заканчивался материал и они сэкономили на одной стене. Как бы то ни было, вышло оригинально и незабываемо. На четвертом месте Девгизская скальная крепость, построенная в XIII веке. Крепость располагается прямо на склоне могучей горы Кариухох. По незнанию ее можно вовсе не заметить. Все дело в том, что при строительстве использовали подручный материал – скальные камни. Девгизская крепость считается самой большой в Осетии, а ранее была еще больше. Выдержавшая не одну сотню вражеских атак строения, ныне пребывает в довольно печальном состоянии. Еще более постыдным является тот факт, что архитектурный памятник едва не стал жертвой предприимчивых граждан, решивших построить себе домик с видом на вековую историю. Печаль, да и только. На третьем месте второй представитель Дегории в рейтинге – Галиат. Все источники в один голос называют средневековый архитектурный комплекс удивительным. И он действительно такой. Много ли вы знаете многоэтажек X века в горах Кавказа? В Галиате дома строились ярусами, крыша одного была двором другого. Галиат был известен как богатый город. Археологи утверждают, что уже в X веке он имел водопровод и канализационную систему. Одной из загадок Уалаккомского села являются древние рисунки письмена. Ну а пока ученые пытаются понять их значимость, переходим ко второму месту. Вторая строчка достается также целому населенному пункту – Цимыти. Согласно преданиям, селение было основано в начале XIV века. Его основателем принято считать Цимыти, военачальника последнего аланского царя Озбагатара. Как бы то ни было, сегодня Цимыти – это, во-первых, самый популярный среди всех участников нашего топ-5 архитектурный комплекс, а во-вторых, живое доказательство того, что порой мы буквально воспринимаем фразу «жить ближе к своим корням». Как иначе объяснить все эти ранчо, построенные рядом с историческим комплексом? Увы, первозданный вид села безнадежно испорчен. Ну и на первом месте, ставший туристической визитной карточкой нашей республики, город мертвых в Даргавсе. Мертвый городок, как его еще называют, является самым крупным некрополем на Кавказе. Всего в Даргавсе находится 97 склепов разной формы. Истории возникновения города мертвых полны ужасов и мистики. В действительности все дело в эпидемии чумы, разразившейся на территории современной Осетии в 15 веке. Наши предки не знали способов победить эту болезнь, а не допустить распространения заразы могли только одним способом. Больные целыми семьями с детьми на руках уходили в заранее построенные склепы, где и умирали. Печальная страница истории теперь привлекает тысячи людей, желающих вживую пройтись по городу мертвых. На этом у нас все. Это был ТОП-5. Всем пока!